Самая страшная интерактивная выставка «Злые духи и демоны народов Якутии» открывается в эти минуты. Что сейчас там происходит, расскажет наш корреспондент Саргалана Захарова. Она на прямой линии. Саргалана, передаю тебе слово. Настя, приветствую. Открытие интерактивной выставки «Злые духи и демоны народов Якутии» уже состоялось. И сейчас, как видим, идет показ якутского хоррора «Нахара». Посмотреть на выставку и вспомнить о старом фильме «Нахара» пришли немало людей. Зал полный, свободных мест практически нет. Но рассказывая о выставке, я хочу сказать, что это совместный проект нашей компании НВК «Саха» и музея «Россия. Моя история». Она состоит из 9 рассказов. К ним художник Дарья Татаринова специально изобразила картины, которые мы сейчас можем видеть не только на тач-панелях, но еще и на стенах. Это злые духи и демоны, основанные на мифах и легендах наших народов Якутии. Также здесь на тач-панелях можно выбрать нужные истории. Здесь сразу на 3 языках: русский, якутский и английский. Можно выбрать любой понравившийся раздел, например, шаманы. Шаманы — это долганская мифология, и увидеть, не только увидеть, но и послушать рассказ об этой мифологии. Рассказы составляли наши сотрудники информационной службы Якутия-24 и НВК «Саха». И подробнее об этой работе нам расскажет уже непосредственно сам один из авторов этого проекта, Юлия Шадрина. Юля, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, сколько работали над этим проектом? Мы, получается, начали работать еще в августе и специально собирали уже разные из источников, легенды, из мифологии, какие-то рассказы, истории. И специально, чтобы наши жители уже в поздние такие зимние вечера наслаждались разными историями коренных народов и на 3 языках. Думаю, это очень интересно будет и для детей, которые изучают, например, английский язык, и тот же якутский и русский. Все. Благодарю тебя, Юлия. Воистину, очень интересная выставка, и не только интересная, но, наверное, одна из самых зловещих у нас в Якутске. Выставка продлится до 10 ноября. Вход совершенно бесплатный. Приходите и наслаждайтесь, узнавайте больше о своей родной культуре и традициях. Настя? Саргалана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Захарова.